Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Москвада эмгектенип жаткан бир туугандар, амансыздарбы? Көптөгөн мекендештерибиз такси тармагында эмгектенишет. Таксиде өзгөртүүлөр аябагандай көп болуп атат, туурабы? Бүгүн Кудай кааласа диаспоранын колдоосу менен элчиликтин уюштуруусунун алдында Яндекстин чоңдору, биздин чоңдор ушул жерде жыйналыш болот. Андыктан видеону кылдатып менен көрүңүздөр. Кудай кааласа ушундай жаңылыктар менен бөлүшүп турам ар дайым. Бул видеону таксиде иштеген бир туугандардын контакттарына, группаларына жөнөтүп коюңуздар. Жаңылыктан бардыгы кабардар болсун. Определенные вопросы, есть непонятки среди наших граждан, которые занимаются в сфере такси. Вот мы сегодня специально вас всех пригласили, кто непосредственно занимается и в этой сфере находится, в сфере такси. Представители как раз компании Яндекс.Такси любезно согласились сегодня принять участие на этой встрече и рассказать о новых новшествах, требованиях. Мы хотим, чтобы вы из уст представителей компании услышали, да, чтобы вам всем понятно было. И главная цель сегодняшней встречи — это чтобы вы донесли до наших граждан, что именно не так, как они услышали где-то происходит, а именно вот так будет происходить процесс осуществления деятельности в сфере такси. Договорились? Тогда, если вы разрешите, дам слово нашим гостям, да? Да, большое спасибо. Я короткую, позвольте, вступительную речь. Меня зовут Евгений Шумилов. Я руководитель службы по связям с госорганами на зарубежных рынках. Представлю тоже коллег. Виктория Добромыслова, директор по взаимодействию с госорганами в России. Александр Тиханов, наш руководитель юридической практики отдела касательно Яндекс.Го. И Мария Сидоренко, руководитель проектного офиса, в том числе, который касается темы со справками, да, и с изменениями закона с 1 сентября. Не буду долго говорить, просто основная задача, основная цель наша, наверное, вместе общая с вами, в том, чтобы изменения, которые наступили, они прошли максимально плавно, эффективно для всех его участников. И в первую очередь, конечно, для граждан Кыргызстана, которые, да, занимаются, участвуют, да, в перевозке, пассажирской перевозке в России. Мы в этом смысле в одной лодке, в этом заинтересованы и хотели бы, чтобы этот процесс прошел достаточно быстро и эффективно. Именно имея в виду, что это очень значимая часть рынка в целом. Поэтому я, позвольте, может, передам слово Александру, в целом немного опишет, да, изменения, которые состоялись, очень коротко. Да, спасибо, всем добрый день. Действительно, у нас вступил в силу закон, очень много новых положений, потому что фактически в России до этого комплексное регулирование отрасли такси не было, были разрознены акты, были разрознены требования, теперь у нас есть один федеральный закон. Можно про него очень много говорить, я попробую на самых основных моментах сосредоточиться. Во-первых, закон устанавливает, раньше все водители получали одно разрешение, теперь у нас есть 3 реестра, эти 3 реестра есть в каждом субъекте. Есть реестр как легковых автомобилей, то есть такси, которые могут использоваться в такси, так и реестр перевозчиков. Третий реестр — это реестр служб заказа легкового такси агрегаторов. Думаю, что в данном случае у нас меньше волнует. Реестр легковых такси, тут тоже все понятно. Есть легковое такси, оно ставится в реестр, его ставит перевозчик, который владеет им, то есть это может быть таксопарк, самозанятый водитель, который ездит, индивидуальный предприниматель, то есть здесь не важно. И есть перевозчик. Под перевозчиком теперь у нас законодатель понимает как таксопарки, так и индивидуальных предпринимателей, так и самозанятых. То есть все сущности, которые есть. Перевозчик — это не водитель, это собирательная сущность того, что кто занимается именно перевозками. К перевозчикам предъявляются требования. Требования разные в зависимости от того, кто перед нами. Самозанятый, опять же, индивидуальный предприниматель или это большой таксопарк. Есть отдельные требования, которые предъявляются непосредственно к водителям. Учитывая, что у нас создаются все эти реестры создаются в каждом субъекте, и каждый субъект вправе по-разному контролировать соблюдение этих требований, по-разному вести эти реестры. Конечно, ключевое требование, про которое сегодня, я думаю, мы поговорим, это справки об отсутствии судимостей. Действительно, закон о такси 580 устанавливает требование о том, что к управлению транспортным средством не должны допускаться лица, у которых есть непогашенная судимость по определенному составу преступлений.
Там большой набор преступлений, составов он перечислен не в законе о такси, то есть тут нам надо обращаться уже к Трудовому кодексу. На самом деле эта норма вступила в силу не в сентябре, а даже раньше, просто раньше не было никакой механики ее контроля, поэтому как бы никого она сильно не беспокоила. Вот как вступил закон в силу, все к ней обратились. Как можно подтвердить отсутствие судимости? Ну, каждый субъект, опять же, здесь волен по-своему установить эти правила. У нас есть справки об отсутствии судимости, которые выдаются в РФ, и есть, которые выдаются в других государствах. Для стран ЕС правительство у нас утвердило сопоставление составов преступлений, как раз в целях вот этой статьи 328 Трудового кодекса. Там можно, составов много. Если взять на каком-нибудь простом примере, то есть мы с вами берем там статью грабеж, которая есть там в Уголовном кодексе Российской Федерации, и вот в этом акте правительства там предусмотрено в Уголовном кодексе каждой страны-члена ЕС, какой статье это соответствует. То есть есть просто примеры более простые, вроде там, которые понятно можно посмотреть в каждом Уголовном кодексе. Есть уже более сложные материи, которые действительно надо сопоставлять. Срок погашения судимости, он также исчисляется в соответствии с уголовным законодательством по-разному. Вот, например, в Российской Федерации он исчисляется по прошествии определенного количества лет, в зависимости от тяжести преступления, то есть это тяжкое было, особо тяжкое преступление, средней тяжести, с момента отбытия наказания. Если это был испытательный срок, то есть если это было условное, то там с момента завершения вот этого испытательного срока. Здесь тоже надо смотреть под каждый конкретный состав, к какой тяжести относится этот состав и сколько после отбытия наказания, через сколько судимость считается погашенной. Вот в целом, если переходить уже к таким более практическим аспектам, у нас действительно Москва и Питер, они первые в эту сторону смотрят. У Москвы, конечно же, партнерские соглашения с Московской областью, у Питера с Ленинградской областью. И сейчас Питер в своем акте зафиксировал требования о необходимости 2 справок, как российской, так и нероссийской. То же самое, в принципе, и будет, к этому стремиться, естественно, и Москва. Здесь тоже можно понять представителей власти, потому что их задача все-таки не допускать к управлению тех, у кого есть судимость. Поэтому только российской справки им не будет достаточно. Да, это процесс постепенный, с переходным периодом. То есть в какой-то момент все равно надо быть готовым к тому, что Дептранс московский, он начнет требовать для загрузки в КИСАР, допустим, иностранных справок. Мы пока, наверное, не знаем, когда это точно. Знаем. Знаем, да, вот Виктория сейчас точно. это расскажем. Да, Виктория точно скажет по дате. То есть, вот в отношении этого процесса надо быть готовым. И здесь мы, с своей части, договорились действительно в процессе находимся в переговорах с Департаментом транспорта и с Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга и с другими субъектами, чтобы этот процесс был максимально плавный и содержал в себе какие-то переходные положения, чтобы у всех было время на то, чтобы эту справку получить, как в России, так и за пределами России. Если подробнее, тогда я Виктория, и я, наверное, так немножко поясню по поводу второй справки, которую необходимо предоставить водителям с территории, где он проживал, то есть с Киргизии. Значит, эту справку Департамент транспорта Москвы начнет требовать ориентировочно с 1 ноября. То есть в системе КИСАРТ появится дополнительная кнопка, которая будет позволять загружать скан справки с территории в КИСАРТ. И, следовательно, операторы КИСАРТа будут смотреть, подгружена справка, не подгружена, проверять наличие статей о судимости, которые имеются в этой справке или не имеются, и уже принимать решение, допускать человека, то есть не блокировать КИСАРТ ID, либо блокировать. Пока по состоянию на сейчас у нас, опять же, есть договоренности с Департаментом транспорта Москвы, что мы действуем очень плавно, без каких-то резких телодвижений. Но вместе с тем мы понимаем, что если процесс с подгрузкой второй справки с территории не будет осуществляться, то Москва включит жесткие меры. И тогда тем самым мы спровоцируем массовое отключение граждан Киргизии от сервиса такси. Чтобы не доводить до этого жесткого мероприятия, мы планируем в ближайшее время проинформировать водителей
о том, что им необходимо получать в том числе справку с территории, что получить ее можно либо через посольство, либо через дом, когда там человек поедет домой. Что касается именно механизма, здесь, наверное, это мы с посольством должны тоже обсудить в какой-то степени, как облегчить жизнь водителям, как огромному количеству водителей получить эту справку, не выезжая с территории Российской Федерации. Здесь у нас было несколько предложений, которые не совсем были поддержаны органами власти Киргизии, в частности МВД, поэтому будем, грубо говоря, действовать, исходя из тех условий, которые есть сейчас. На настоящий момент, я так понимаю, что коллеги из посольства готовы пойти нам навстречу и принимать граждан Киргизии здесь, принимать у них документы и запрашивать справку с территории без выезда из Российской Федерации. Значит, по именно механизму, как это все упростить, мы готовы со своей стороны, значит, помогать, провести тоже разъяснительную беседу с таксопарками, чтобы руководители таксопарков помогали водителям формировать необходимый пакет документов для получения данной справки, чтобы не здесь они в посольстве создавали толкучку, не понимая, как заполнять документы, а чтобы они у себя на рабочем месте, в таксопарке, заполнили необходимый пакет и передали в посольство. То есть каким механизмом будет проводиться передача этих документов, мы еще, я думаю, обсудим, потому что либо это будет какой-то представитель от таксопарка, который привезет все пакеты водителей, которые работают у него, либо же это будет частный приезд каждого из водителей в посольство с этим набором документов. То есть здесь, я думаю, мы с посольством найдем какую-то точку соприкосновения и придумаем этот механизм. Вот, поэтому хотелось бы в очередной раз, конечно, подчеркнуть, что эта справка будет являться обязательной. Я понимаю, что сейчас все думают, что достаточно только российской, и, естественно, никаких усилий по получению справки с территории Киргизии не предпринимается, и это понятно. Но хотелось бы, чтобы вы нам помогли донести, что справка с территории Киргизии является такой же обязательной, как справка с территории Российской Федерации, и только, грубо говоря, пониманию местных властей, к чему может привести блокировка всех водителей Киргизии в такси, мы добились того, что этот механизм будет проходить плавно. Поэтому просим вас тоже содействия, донести до водителей информацию о том, что эту справку получить необходимо, нужно, важно, и в ближайшее время она будет требоваться для подгрузки в систему КИСАРТ. Виктория, можно будет здесь сразу уточнять вопрос? Угу. В системе КИСАРТ, когда будет загружаться справка, то есть его нужно будет аккредитацию дополнительно проходить через год, через 2 года, либо она один Смотрите, раз пока по состоянию на сейчас Департамент транспорта считает, что она бессрочная. Пока бессрочная, но вполне вероятно, что какую-то периодичность они введут. Просто по состоянию на сейчас этой периодичности нет. И, наверное, это в какой-то степени хорошо. Вот, но, конечно, желательно, чтобы все-таки эти справочки были на руках. Например, даже если сейчас такой кнопки в КИСАРТе нет, то я могу точно сказать, что к 1 ноября она с большей вероятностью появится. А эта система, то есть справка нужна для системы КИСАРТ, либо же ГИБДД, инспектор ГИБДД? Нет, да? Смотрите, справка российского образца, да, которая выдается по формату МВД России, ее граждане Киргизии могут получить в любом МФЦ. То есть они приходят и получают справку по российскому образцу. И эту справку они загружают в КИСАРТ. Это уже необходимое требование, и они уже должны были эту справку подгрузить. Да, у КИСАРТа есть огромная очередь, порядка 50 тысяч справок, и поэтому все идет медленно. Но люди получают заказы, даже, грубо говоря, если ты встал в очередь, подгрузил справку, то ты все равно получаешь заказы. То есть мы об этом договорились, что никаких жестких санкций нет. Это вот первое, да. Второе, значит, это что касается справок по российскому образцу, вот то, что вы сказали, да, формата российского МВД. Но также еще нужна справка с территории по вашему формату. Да. Вот. Нет, я имею в виду инспекторы ГИБДД, когда будут останавливать водителей. Нет, по-хорошему нет, то есть мы смотрели, да, эту практику, нет, они же смотрят на наличие КИСАРТ ID, если у человека он разблокирован, ну, то есть он имеет право получать заказы, и он на линии, то в целом, пока, по крайней мере, мы не сталкивались с такой практикой, что сотрудники ГИБДД начинают требовать эти справки, честно.
То есть мы, конечно, не знаем, как пойдет дальше. Ну, с другой стороны, никто не может запретить сотруднику ГИБДД запросить какой-то документ у водителя, да? Но вот, да. Но как бы, что касается справок об отсутствии судимости, пока мы не сталкивались с такой практикой, то есть пока такой проблемы не было. Но опять же, видимо, это потому, что все понимают, что должен быть плавный вход, чтобы не навредить рынку. Потому что если одновременно отключить 30 тысяч водителей, ну, это будет беда как для ваших граждан, да, так и для Москвы. То есть это зачем? Это всем будет огромная проблема. А для уточнения, сколько кыргызстанцев в этой сфере занято? Знаете, у нас нет как таковой точной цифры по всему рынку Российской Федерации и Москве, потому что Яндекс не является единым агрегатором, вот, но как бы в сервисе это, я бы сказала, десятки тысяч человек. 30 тысяч? Ну, там порядка 30 тысяч. Москва, Московская область. Ну да. Конечно, эта цифра приблизительная, потому что есть люди, которые выйдут, например... Ну, смотрите, это же только по сервису Яндекс.Такси. У нас есть и остальные агрегаторы, это во-первых. Плюс у нас есть такие водители, которые выходят разово. Они один раз, грубо говоря, вышли, получили Кисарт ID, покатали, потом по каким-то причинам они передумали и ушли в другую отрасль работать. Поэтому здесь, а в базе у нас остается, что человек когда-либо катал и был активным водителем. Господа, еще ходят слухи, что о том, что водительское удостоверение, выданное Кыргызстаном, нужно будет заменять на российское. Нет, пока такого нет, потому что в соответствии с нашими договоренностями двух стран, страны ЕАЭС имеют право работать по своим правам. Следовательно, можно я права... поясню? Да, Да. такая инициатива была законодательная. Депутаты от партии ЛДПР вносили, инициировали. На сегодняшний день данная инициатива как бы находится на рассмотрении Госдумы, но от правительства России было получено отрицательное заключение на данную инициативу. Так что данная инициатива как бы останется, я уверен, что проектом останется и все. Самое главное, а то бедные, мы же состава поэтому... Этот вопрос поднялся где-то в 2017 году. Оно решено. О том, что у нас русским языком считается государственным, официальным вторым языком. Там учится у нас на русском языке, не на киргизском. Так поэтому ваши права у нас и работают. Есть такие тоже люди, ну, знаете, реагировать на все подряд инициативы депутатов, ну, наверное, тоже... На это, если депутаты, государство не реагирует, я так думаю. Ну вот по состоянию на сейчас права Киргизии могут работать в сервисе Яндекс.Такси. Коллеги, еще есть вопросы? По статусу занято, вы Сейчас по очереди, вот как раз. Меня зовут Шахназар Гендадьевич, руководитель таксопарка «Дружба». У меня вопрос, в первую очередь, слова благодарности нашему посольству за то, что теперь у нас есть возможность такая, оперативно, напрямую, скажем так, разговаривать хотя бы с представителями Яндекса. Да. Единственное, хотелось бы отметить то, что закон вступил в силу с 1 сентября, да, у нас была отдержка 30-го, правильно, если не ошибаюсь, а сегодня 18-го. Ну, я надеюсь, что в будущем впредь мы будем более оперативнее, раньше реагировать на все изменения, особенно на законодательном уровне, правильно? Потому что если мы будем через 2 месяца реагировать, вы нас уже заблаговременно ставите в те неудобные положения, в которых мы можем оказаться в будущем, которое приведет нас всех к нехорошему результату, как вы говорите, там, отключение 30 тысяч машин и так далее. Вот. Недавно у нас проходила в Сочи встреча, да? Форум такси. Да, форум такси у нас было 2 дня там проходили. И уже была речь, вопрос вот касаемо справок. Вот. И Егор, если не ошибаюсь, да, представитель от вас, от Яндекса, там, может быть. да, и с Иваном вместе, как раз таки обсуждали вопрос об этих справках, да. Лично от нашего парка, да, допустим, от нашей компании мы можем помочь и имеем опыт с Кисартом. Вы помните, когда Кисарт только входил, мы были первыми, кто все свои парки перевели на Кисарт сразу же, не ждали эти полгода, потому что прошло полгода, и что произошло? Всех просто отключили, правильно? Да. И мы там месяцами стояли в МФЦ в этих очередях, чтобы было понимание, насколько все было плохо. Учитывая количество автомобильных водителей, да, мне приходилось каждый день приходить не в МФЦ, я уже шел сразу в пенсионный фонд. Почему? Потому что в первую Там очередь выдают, понял, снился. что МФЦ не умеет ничего.
Мало того, что не умеют, они зачем-то еще наших соотечественников отправляли перевод прав, там делать, паспорт и так далее. Хотя мы не обязаны этого делать, у нас там есть перевод, да. То есть искусственно создавали барьеры, да, такие бюрократические, скажем так. Приходилось даже там чуть ли не до руководителей там доходить, да, там вызывать полицию и разбираться за то, что это было незаконное требование, да. В связи с этим дошло до того, что я просто приходил в УПЦ, мне давали кабинет, компьютер и просили садиться и делать, потому что наших реально там много было, да. Соответственно, мы уже через такое проходили, и теперь уже заранее готовимся, настолько заранее, что в нашем парке, несмотря на то, что там 500 водителей работает, да, мы уже получили все справки. Отлично, молодцы. То есть мы заранее теперь уже всегда готовимся к этому, да, имеем опыт в этом направлении, да, и какие навыки, скажем так. Сам я последние там 15 лет проработал в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации, в Министерстве последние 8 лет работал, да. И последние 2 года, с тех пор, как я уволился, да, руковожу парком, который оформлен на мою жену, генеральный директор моя жена. Ну, вот, соответственно, если есть необходимость в помощи, да, организационного момента получения справок, как документов, сбора документов и передачи документов нашим представителям, да, там, посольству, это без проблем, да, конечно, мы об этом можем помочь, потому что с Егором обсуждали этот момент, да, мы уже договорились в Кыргызстане, да, там тоже, чтобы оперативно нам справки давали, но на днях он сказал, все, ребят, пока не надо, я так понимаю, уже здесь договаривались, да, об этих справках, соответственно. Нет, ну вы молодцы, что вы всех своих водителей обеспечили справками. И да, но в защиту нас о том, что мы заранее, да, никого не предупреждаем, хочу сказать, что в апреле было массовое информирование всех водителей о необходимости получать справки. Да, нет, дело это было еще за несколько месяцев. Дело в том, что как мы с вами, да, сейчас вот здесь собрались и разговариваем о каких-то проблемных моментах, да, и именно мы можем донести быстрее до своих водителей, чем конечно. То, что вы проинформировали, мы прекрасно понимаем, что никто этого не услышал, да. Ну вот реально. Вот честно, я вот как эта информация, давайте по-другому. Когда вы водитель, у вас есть приложение Яндекс.Про, и там у тебя высвечиваются всякие пуш-уведомления о том, что тебе нужно сделать. Как вы считаете, сколько пуш-уведомлений в день приходит водителю? Много, но мы пытаемся их... Подождите. Ну, слушайте, смотрели же, получается. Вы молодцы, получили справки, поэтому... Понятное дело, честно, мы пуш не смотрели, мы уже на горьком опыте КИСАХа поняли то, что надо ко всему готовиться заранее. Да, и вы молодцы, все правильно. Других вариантов нет. Да, все правильно. Иначе просто у нас много автомобилей под выкупом, и у ребят начинаются проблемы с платежами. У них начинаются с платежами проблемы, начинаются у нас проблемы, потому что мы, они же на нас, у нас кредитная история и так далее, да, начинается страдать. Соответственно, теперь мы все делаем заранее. Вот. У меня вопрос по поводу получения лицензии. Наши автомобили работают по всей России, да, и столкнулся с тем, что если я раньше просто через Минтранспорт получал лицензию в любом городе, то теперь я когда звоню, мне говорят, Минтранспорт говорит, да, конечно, без проблем, пришлите мне регистрацию. Я теперь пойду жену по всей России регистрирую. Вот просто в Сочи мне не дали возможность задать вопрос. Смотрите, да, этот вопрос был в Сочи, кстати, на пленарном, было на пленарном заседании, да, подняли вопрос. Пленарное заседание это Не, давайте вам... Мало людей. Мало, пленарное, это как раз самое главное, которое было в первый день, где выступал представитель Минтранса Российской Федерации. Вот, там был вопрос про регистрацию, что сейчас в соответствии с новым законом, значит, получить разрешение на эту деятельность могут те, кто зарегистрирован в том субъекте, где он осуществляет деятельность. Не временная регистрация, а именно постоянная. Этот вопрос поставили, и Минтранс согласился и с нами, и с тем, кто ставил этот вопрос, что нужно вносить изменения в законодательство и менять эту формулировку, что должно быть не постоянная регистрация, а хотя бы там временная. В общем, мы свою формулировку Минтрансу уже отдали, и Минтранс готовит эти изменения в законодательство. То есть это уже процесс запущен. По этой проблеме все-таки мы движемся к решению. Запущен, да. Вы уже дали свою формулировку, да, там. Но теперь Минтранс должен внести это, изменения через Госдуму. Минтранс, да, мы просто тут пождем, как бы, да. Вопрос к вам: почему тогда Яндекс выбирает приоритеты у наших водителей за отсутствие лицензии? Тогда верните обратно приоритеты, пока Минтранс не решил, это же легко.
здесь, боюсь, я вам, это надо точечно смотреть. Если хотите, давайте вы мне там напишите вопрос по каждому конкретному случаю, и мы с вами тогда это обсудим, разберем. Потому что сейчас отвечать в целом за страну и в целом за какие-то индивидуальные случаи, частичные, да, ну, я, к сожалению, не могу. Это же не индивидуально. Яндекс отключил всем приоритеты по всей стране, кто не имеет лицензии. Это не индивидуально, это общее, массовое. Ну, в общем, вот есть проблема, да, вы услышали они, и из-за этого страдают на самом деле много водителей по всей России. Потому что и они не виноваты в том, что мы не можем... Ну, конечно, они не виноваты. Мы не с вами... потому что мы просто не имеем возможности... Мы абсолютно с вами согласны, да, поэтому будем вместе что-то придумывать, конечно. Хорошо, ладно, спасибо. Все, спасибо. Здесь. Марьяна Хлопова, я юрист Кипрской диаспоры. Вы начали озвучивать нам требования к перевозчикам и остановились на справке о судимости. Еще какие требования дальше? Саша? Да, действительно, требований довольно много у нас идет. У нас помимо справки об отсутствии судимости, конечно, у перевозчика там есть обязанности по тому, чтобы транспортные средства поставить в реестр, чтобы обмениваться информацией по заключению договора с службой заказа легкового такси, если перевозчик планирует работать с агрегатором. Вот. Ну, то есть требований, в принципе, их действительно много, их можно там перечислять, вы, может, на каком-то там конкретном хотите аспекте остановиться. Мы распространяли, у нас на сайте тоже висит, какие требования новые. Тогда еще вопрос, смотрите, вот разрешение на перевозку пассажиров и багажа выдается только ИП, да, юрлицам и статусом самозанятых, правильно? Верно, да. А теперь, если человек, который осуществляет, сидит за рулем автомобиля, не имеет статуса самозанятого, у него обязательно должен быть трудовые отношения с таксопарком? Он может выбрать одну из форм, которые, да, являются легально. Еще раз, перевозчиком может стать, как вы правильно сказали, юридическое лицо, ИП или самозанят. То есть самый простой, наверное, для него путь — это пойти стать самозанятым. Если он по какой-то причине не может, ему надо придумать. Да. Второй вариант какой будет? Стать ИП. Ну, стать ИП, оформить трудовые отношения с таксопарком, да, ну вот. Да, и если, допустим, на сегодняшний день он не в статусе самозанятого, у него трудовых отношений с таксопарком нет, то есть он, получается, не имеет права осуществлять перевозку, правильно? Ну, фактически, да, действительно это так. Тогда и мы должны тогда информировать, что или вы заключаете трудовые отношения, да, трудовой договор с таксопарком, или становитесь самозанятым, заключаете агентский договор, правильно? Ну, да. здесь, Просто хотим провести тоже разъяснение по микрогруппам. Мне нужно точно знать. Здесь, наверное, надо с точки зрения такой коммуникации понимать, что если вы проинформируете о том, что водителю необходимо заключить там трудовые договора с таксопарками, то, очевидно, будет много негатива, и не все водители, не все таксопарки на это пойдут, потому что трудовые договора, трудовые отношения не влекут за собой множество других там обязанностей, там ответственности, там налоговые нагрузки повышенные и так далее. То есть здесь, наверное, стоит искать какую-то золотую середину. Ну, мне кажется, что здесь оптимальная форма — это все-таки получить статус самозанятого, потому что и тот лимит, который есть сейчас по доходности, и та налоговая нагрузка, которая есть на самозанятых, это вот есть та самая золотая середина. Соответственно, вопрос, вот, если водитель становится самозанятым, у него налог будет облагаться с какого дохода? С той, которая на карту ему приходит, или с той, которая обозначается в программе Яндекс.Про? Потому что это очень важно. Почему? Так как грязный доход водителя намного выше, да, чем тот, который приходит ему на карту. И доход самозанятого не может превышать 2 400 000 в год. И регионы Москва, Московская область чаще всего в нашей практике, как минимум, превышают этот доход. И тогда он слетает со статуса самозанятого. Причем он его превышает за 6 или 8 месяцев. Если мы по статистике своего парка берем 1 200 000, они быстро превышают. И это тоже не самое плохое. Это не самое плохое. Плохо что еще налог считается вот с каких? С грязных или с чистых. Это очень важно. ИП он не сможет из-за отсутствия гражданства, а ООО, естественно, откроет. Заблаговременно мы уже подтягиваем человека к тому, что он все, 4 месяца без работы остается, минимум 3. Тут, наверное, давайте самый оптимальный способ, учитывая, что да, есть такие очень детальные вопросы, в том числе по налоговой части, нам тут нужны специалисты соответствующие.
было бы правильно, если бы мы, может, по итогам этой встречи, да, через коллег из посольства, сформировали бы некий такой перечень вопросов, на которые мы могли бы, да, также через посольство вам ответить. Потому что требуется ли от хозяева таксопарка справка о судимости? Если хозяин таксопарка хочет сам таксовать, то, конечно, справка потребуется. Если он не осуществляет перевозки, если то нет, то не надо. Основная идея была вообще на этой встрече, что мы обсуждали до нее, это довести информацию о важности получения этой справки настолько быстро, насколько это возможно. Это в общих интересах и водителей, таксопарков, нас, посольства, властей местных, да, поэтому если есть какие-то возможности, идеи, да, вы говорили, каналы, как это ускорить, да, расширить эту практику, коллега упомянул, то, конечно, этим надо воспользоваться. По Яндексу ваше направление по юридическому направлению, так? Ну, в том числе, да. А кто проводит, допустим, вот у человека есть справка, и у него уже погашена судимость? Вот эту оценку и критерии, что ее примут, кто проводит? Вот непосредственно Яндекс. Смотрите, Яндекс вообще эту проверку в данном случае не проводит. ХИСАРТ – это система департамента транспорта. То есть это проводит, вот если мы говорим про Москву, то за оценку отвечает департамент транспорта. То есть у них специалисты, Да. там сидят с центра, ЦОДД, у них юристы смотрят каждую справку по статьям, именно конкретно, которые могут работать, кто не может работать, и период погашения, они это высчитывают. Конечно. Если мы его проконсультируем, что она 100% погашена, он переживает, что не произойдет. Ну, там конечно. же действительно есть норматив, как считать. То есть мы смотрим, что была судимость. В справке написано, когда был обвинительный приговор, по какой статье. После этого человек из Дефтранса смотрит, к какой категории относится, допустим, тяжкое, отбытие наказания закончилось тогда-то, и вот с этой даты считается X лет, которая идет в Уголовном кодексе. Да, потом можно вопрос еще? Коллеги, тогда у наших гостей тоже время ограничено. Можем последние два вопроса, и мы завершим, да? Согласны? Спасибо. Да. Один вопрос. У нас автомобили, которые с Министерством транспорта, учитывая то, что сейчас вот тесное взаимодействие идет же, правильно, с изменением закона, Да, конечно. мы не могли бы просто проговорить момент об тех машинах, которые Минтранспорт у нас забирает за какие-то там правонарушения, то есть водитель, медик забыл поставить роспись, да, там его на 60 дней машину забрали, да, почему 60? Почему не 5? Почему нет альтернативы? 60 или штраф? Слушайте, я так понимаю, что это МАДИ как раз ведь, Да. Да. Неужели нельзя такое? Коллеги, давайте на этот вопрос вы письменно нам потом Да, потому что МАДИ... дадите, мы направим запрос, да, потом разъяснение получим. Давайте так сделаем. Конечно, плюс еще МАДИ это же контролирующий... Нет, я не смогу вам Не ответить, сможет, потому что МАДИ это контролирующий орган Москвы. Как бы они тоже и нас контролируют. Ну, то есть это контролирующий орган, который имеет право прийти в любой таксопарк, запросить наличие справок, не знаю, машин. У них свой регламент действий. То есть они даже не подчиняются департаменту транспорта. Это отдельная контролирующая организация. Поэтому вопросы по ее деятельности, я боюсь, что никто здесь вам Да нет, там не вопрос сможет. Можно ли? Все можно. Можно все, сразу Коллеги, скажу. вопрос потом нам дадите письменно, да, мы запросим и вам тоже Да, дадим то есть разъяснение. диалоги мы, органов. конечно... Да. Меня зовут Илья, таксопарк Овчаров, у меня такой вопрос. На данный момент сейчас Минтранс отвечает за 2-3 дня, то есть лицензию мы подаем, а будет готов за 2-3 дня. И мы ведем вот эти данные в Яндекс не пропускает. Все, я поняла, в чем вопрос. Мы через вот водителя пишем на поддержку, через диспетчерские пишем. Да, смотрите, здесь я объясню. Значит, здесь у нас, так как тоже все новое, да, все эти реестры, они должны как-то коррелироваться с нашей базой. Значит, так как все реестры под разный формат были сделаны, ну, такая ситуация, то мы тоже на протяжении с 1 сентября вот по сегодняшний день ввели техническую как-то доработку, да, чтобы мы могли, наша база, правильно получать данные от Москвы по всем реестрам, да, в автоматическом режиме. И вот, по крайней мере, мне ребята буквально сегодня отписали, что сегодня нам сказали, что наши технари все учли,
и теперь у нас не будет вот таких задержек, да, когда вы попали в реестр, например, Москвы или Московской области, а у Яндекса нет данных о том, что вы туда попали. И мы в ручном режиме, значит, узнаем у правительства Москвы, попали ли вы в реестр в ГИС и в реестр региона. Теперь, по идее, вот я очень надеюсь, что ничего не слетит, не сломается, у нас это все автоматически, я надеюсь, теперь это будут точечные проблемы. То есть уже все, в принципе, налажено. С сегодняшнего дня, да, то есть, по крайней мере, у нас вот этот вот механизм притирки к 3 видам реестра, оно вроде бы вот у нас сложилось к сегодняшнему дню. То есть, ну, посмотрим, как это будет работать, но в целом единичные случаи мы тоже решаем. Смотрите, тут просто такая ситуация. Мы взяли лизинг-машину, да, поставили учет и сразу же подаем на лицензию. Да. Сейчас мы в прошлом году, так скажем, мы ждали неделю, целых 10 дней даже особо. И Яндекс мы отправляли, ну сразу они увидели Яндекс. А сейчас на данный момент они за 2 дня, даже за 1 день они приготавливают разрешение. И мы все вот эти все документы, мы электронные, мы отправляем вам. И 2-3 дня не отвечают, просто тупо игнорируют нас. А наша машина должна выйти на линию. То есть, соответственно, мы с вами работаем, то есть взаимодействие, правильно? Машина не должна стоять. Ну вот мне как раз кажется, что ответ был вот в том, что я сказала. То есть так как не было вот этой интеграции, да, грубо говоря, то мы в ручном режиме пробивали, попали вы в перечень или не попали. Если вы не попали в перечень, мы не имеем права выдавать заказы. Сейчас, по идее, мы должны это видеть в автоматическом режиме. У вас такой проблемы, что мы там ждем по 2-3 дня, не должно возникнуть. Да, смотрите, это не то, что кто-то игнорирует, а просто ждали информацию. Понял, да, смотрите, через диспетчерские, то есть там нарисовать что-то не получится никаким образом, чтобы вы выдавали этот заказ. То есть он на общественную, даже на автобусную полосу, он как будет выезжать? Конечно, допустим, без лицензии никак. Да, а мы же по факту отправляем вам чистый документ, то есть от администрации, который пришел, вот этот направляем. А вы думаете 2, 3, 4 дня. Понимаете, Яндекс, вот это подтверждает или нет? Потому что у нас не было возможности в автоматическом режиме это проверять. Вот в чем проблема-то. То есть мы должны были связываться, мы по каждому вашему документу были вынуждены связываться с департаментом транспорта, подтверждать, действительно ли вы есть в этом списке, с ВГИС уточнять, попали ли вы в тот перечень. К сожалению, не было вот этого, ну как технической как-то состыковки. А сейчас вроде должно это наладиться, и вы не будете больше ждать 2-3 дня. Вот Минтранс нам ответит за лицензию за 2 дня, да. Вы сразу, как в прошлом году, так скажем, Поверьте, мы тоже видели хотим, сразу же, работало. видели и все. Мы к этому очень стремимся, мы тоже не заинтересованы в том, чтобы вы стояли 2-3 дня, честно. Да. Вот вообще, поверьте, мы настолько пытаемся ускорить все эти процессы и наладить, поэтому мы и договариваемся с департаментом транспорта, чтобы закрывали глаза на то, что вы там еще большая часть водителей без справок. Они закрывают глаза на то, что водители даже, большая часть водителей даже не почесалась, чтобы сходить эту справку заказать. Поэтому... Последний вопрос. Вот, как мой друг сказал, вот насчет МАДИ. Они не, они частные организации, правильно? Нет. МАДИ? Что значит частная организация? Это государственный контролирующий орган. Так вот, как правильно сказал, 60 дней, много. Пожалуйста, да. Нет, мы услышали. Даже неправильные печати там. Мы услышали, поэтому мы и попросили составить это в письменном виде, чтобы у нас была как... Ну вот да, через да, чтобы у нас была основа, с чем мы пойдем разговаривать в МАДИ. То есть, просто так, что вот мы сходили, встретились с таксопарками, они недовольны, что вы у них отбираете машину на 60 дней, но это не повод для разговора. Поэтому обоснование, пожалуйста, в письменном виде, и мы, конечно, попробуем что-то сделать в рамках своих сил. Первый год. МАДИ. Сколько я знаю, да. 4-5 лет. До нас, наверное, кто-то еще конечно, заявили, наверное. Это всегда, это контролирующий орган, да, просто там, периодически у него менялось наименование. Но вот сейчас он называется МАДИ. Да. Коллеги, если по линии МАДИ тоже, если много вопросов, мы в будущем даже готовы с МАДИ встречу организовать, вот такую же. Нет, кстати, МАДИ идет тоже на диалог. То есть, они тоже с нами хорошо работают, наши партнеры, мы можем тоже... Возможно, да? Конечно, можно, все возможно.
Коллеги, тогда вам большое спасибо. Вот сегодня главная цель сегодняшней встречи была именно по справкам о судимости, чтобы вы донесли до наших граждан, что справка о судимости все равно нужно брать. Есть три способа. Один это у нас в Кыргызстане в МВД получите. Второе, у нас в посольстве придете, проходите паспортом, все, получаете. Второй, мы сейчас Яндекс Такси алгоритм разработали. Именно таксопарк, который партнеры Яндекс Такси, могут они в таксопарках собрать 3 справки, это заявление, согласие на обработку персональных данных и копию паспорта. Соберут, нам принесут, мы дистанционно им оформляем и через таксопарк вы получите. Вот 3 способа есть. Ладно? Через представителя таксопарка, в общем. Я думаю, самый эффективный, мы сегодня в YouTube-канале дадим информацию, это будет 3-й способ, он самый быстрый, мне кажется. Что за какими-то документами, проверкой машины? Да, вот 3 справки, мы вам образцы форму дадим. Можно сейчас собрать, да, у нас? Да, дадим сейчас. Согласие на обработку персональных данных, заявление, форму мы дадим и копию паспорта. Все, 3 документа. Консульская отдел получает, да, все? Нет, таксопарки соберут у водителей, к нам принесут, мы оформляем и через таксопарк вы получите. Да. Ладно? Все, большое вам спасибо, коллеги. Спасибо. Мына ушундай иштер, туугандар. Каналга катталабыз. Айткандай эле бир туугандар менен бөлүшүп коебуз. Ишиңиздер ийгилик, ар дайым ден соолукта болуңуздар. Кудай кааласа курс дагы көтөрүлүп калат. Көптөгөн суроолор болуп атат. Кудай кааласа баары алдында иншалла. Көрүшкөнчө. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коемун. Дакан Сайдайт кеңинен кимче коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп койдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.